Здравствуйте, вас приветствует информационная программа «Новости» в студии Саид Ахмадов. И вот что будет в нашем выпуске. До начала клубного чемпионата Европы по дзюдо «Золотая лига» остаются считанные дни. Будут представлены спортсмены со всех континентов. Это клубные соревнования. Это считаются одни из самых зрелищных, самых интересных и самых захватывающих. Чеченские спортсмены усердно готовятся к предстоящему турниру. Совершенствование хирургических методов и снижение перинатальных исходов. Наша задача – построить национальную систему здравоохранения, независимую от форм собственности, основанную на принципах качественной помощи, а также аккредитационных требований для медицинских работников. В Грозном проходит встреча лучших медицинских специалистов страны и зарубежья. Обещают много, но оставляют без ничего. Я решила уточнить этот вопрос, засомневалась одним словом. Пенсионные накопления привлекают все больше мошенников. Ну, совсем немного осталось до начала клубного чемпионата Европы «Золотая лига». В Грозном соберутся лучшие дзюдоисты практически со всех европейских государств. Заявки на участие в чемпионате подали 164 человека. От нашего региона выступят 12 дзюдоистов. Слово Лолите Хадизовой. О том, что такое «Золотая лига», в этих стенах знают абсолютно все. Этот зал, пожалуй, главная кузница чеченских дзюдоистов. Здесь готовят чемпионов, и лучшие из них будут противостоять сильнейшим спортсменам со всего континента. Даже самые юные дзюдоисты планируют принять участие в «Золотой лиге», и им сейчас мешает разве что только юный возраст. В числе тех, кто точно защитит честь Чечни на турнире, молодой, но уже подающий надежды Исраил Сагаипов. Мастеру спорта России 19 лет, и выступит он весит до 81 килограмма. В копилке спортсмена множество призовых мест на различных состязаниях, но уверенность в победе ему придают совсем не они. К участию в турнире готовится еще один авторитетный дзюдоист. Правда, выступать он не будет. Главный тренер спортивного клуба «Эдельвейс», старший тренер сборной СКФО по дзюдо Аслан Шахгириев. Крайне спокойный внешне, но из тех людей, одного строгого взгляда которых хватает, чтобы настроить команду на правильный лад. Под его началом «Эдельвейс» добивался самых высоких результатов. Предстоящий турнир для него особенно волнителен, так как на татами «Золотой лиги» его подопечным предстоит сдать самый важный экзамен за всю историю клуба. Да, на самом деле тренерская работа очень нервная, психологически очень сильно устаем. Так проводить тренировки – это как бы милое дело, но когда подходит к соревнованиям, идет большой стресс, переживания, и поэтому тяжелая работа, все-таки тренерская работа. У ребят дух хороший, они каждый раз доказывают именно на клубных чемпионатах. Они показывают очень хороший дух, и это не только мы, это и другие клубы заметили. И вот у нас есть надежда, что у ребят они покажут себя на клубном чемпионате. Активными темпами к «Золотой лиге» готовится спортхолл «Колизей». Уже готовы судейский подиум и пьедестал для награждения спортсменов. В настоящее время полным ходом идет техническая подготовка. Без внимания не остается ни одна деталь. Благодаря федерации было закуплено новое татами, оно останется в республике, оно лицензионное татами, было привезено, это татами отвечает всем мировым стандартам. Вот. И, собственно, после мероприятия это татами, что отрадно, останется в республике, и на нем можно будет проводить в дальнейшем соревновательные вещи. Хореографическое мастерство, придав турниру национальный колорит, продемонстрируют солисты ведущего танцевального коллектива Чечни. Танцовщики покажут искусство борьбы на саблях. Сюжетная линия постановки строится на лейтмотиве состязаний – борьбе, достойной и бескомпромиссной. Подготовку культурной части контролирует лично министр культуры Чечни Хошбаал Дидаев. Честный бой у нас идет законченный. Вам даже тогда нужно показать какую-то сцену противоборства. Кусок взять, да, танец свой. Спортивный вечер соберет 16 лучших клубов Европы. Чеченский «Эдельвейс», питерский «Варанева», грузинский «Сагареджа» и других именитых представителей дзюдо из Франции, Португалии, Турции и других государств.
Я горжусь тем, что столь высокий, значимый турнир проходит у нас в Чеченской Республике. Конечно, в этот день мы обязательно примем участие в этом турнире в качестве болельщиков и будем болеть за наших спортсменов. Серьезный турнир, В России «Золотая лига» проходила всего один раз в 2014-м. Первой на Кавказе турнир примет именно Чечня. Наряду со спортсменами принять «Золотую лигу» готовится и столица Чечни. Уже по всему Грозному установлены рекламные щиты и билборды, которые оповещают о скором начале турнира. Прямую трансляцию «Золотой лиги» будет вести телеканал «Грозный». Также наш официальный сайт «Грозный ТВ». Позже повтор поединков болельщики смогут посмотреть на канале «Матч Боец». Лолита Хадизова, Булат Паканаев, Ислам Расуев. Новости. И тем временем в Грозном уже обсудили организационные вопросы предстоящего международного турнира по дзюдо. Совещание оргкомитета прошло под председательством министра спорта Чечни Хасмагомеда Хизриева. Присутствовали и представители Федерации дзюдо России, Чеченской Республики, а также Министерства по делам молодежи, культуры, образования, здравоохранения и других социальных ведомств. На встрече обсудили нюансы размещения спортсменов и гостей турнира и готовность правоохранительных органов для обеспечения безопасности. А я напомню, главный европейский клубный турнир по дзюдо «Золотая лига» пройдет 17 декабря в спортхолле «Колизей». Среди сильнейших команд Старого Света выступит и чеченский клуб «Эдельвейс» имени Турпалали Кадырова. Клубный чемпионат Европы по дзюдо «Золотая лига» 2016 на высшем уровне Чекака. Далее задача духовного мероприятия Чекака. И сеньора, кезмез долома Чекдауш дабуалах спешпу далее на высшем международном уровне мероприятия Чекака. Задача ее это хоккейчидук. Между тем, в Грозное прибыли представители Европейского союза дзюдо. Гости будут помогать Министерству спорта Чечни и местной федерации дзюдо в организационных вопросах в подготовке к международному турниру «Золотая лига». В аэропорту столицы встретили вице-президента Европейского союза дзюдо Михайла Вахуна, спортивного директора Павла Ясиновского, директора головного офиса Мартина Пойгера, его ассистента Мартину Зихенграссер, начальника отдела и специалиста организации международных мероприятий Николая Репина и Викторию Казонину. Гости отметили, что Грозный получил право провести такой ответственный турнир не случайно. Кстати, клубный чемпионат Европы до этого никогда не проводился не только в Чечне, но и на всем Северном Кавказе. Это большая ответственность на Федерации дзюдо России, Федерации Чеченской Республики. Ответственно они в плане проведения. Я нисколько не сомневаюсь, что будет проведено на самом высшем уровне. Но хотелось бы, чтобы уже Россия не выигрывала 3 года чемпионат Европы клубный. Хотелось бы, чтобы команда России победила. Представитель иранского посольства в Москве побывал на производственных объектах региона. Отдел по науке и промышленности посольства Ирана заинтересован в сотрудничестве с регионом. Перед отъездом Махди Галинави высоко оценил приоритеты и возможности Чечни. Продолжит Марха Ахмадова. Перед посещением производственных объектов стороны обсудили экономические возможности Чечни и Исламской Республики. В Иране работают заводы по производству сырья для пластиковых окон, деревообрабатывающей техники, медицинских приборов и текстиля. Собственная субстанция по изготовлению фармацевтических препаратов. Представитель Минтеразвития Чечни подчеркнул, что регион находится в выгодном географическом положении и богат природными ресурсами. Кроме того, Чечня входит в 20-ку наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны. А это одно из крупных предприятий региона. Атташе иранского посольства по науке и промышленности Махди Галинави вместе с представителями Чеченавто осматривает цеха, в которых собираются автомобили «Лада». Этот завод является примером того, как за короткое время закладывается основа для создания крупного автопромышленного комплекса. Гости подробно рассказали о всем цикле сборки. Работаем следующим образом. Вот эти, вы видите, голые кузова, абсолютно голые. Вот мы их получаем с автоваза, разгрузка осуществляется здесь. После мойки они проходят здесь контрольную проверку и подаются кузова на конвейер. Несмотря на непродолжительное пребывание в Чечне, Махди Галинави отметил, что у республики есть высокий потенциал и возможность для сотрудничества. Но мы решение приняли, чтобы мы друг другу будем передавать перечень
интересы, которые у обеих сторон есть. После этого мы будем решать, какие проекты мы можем обозначать. Но для нас главное то, что начали по каким-то направлениям по инновации сотрудничать. Я здесь видел, что у вас есть здесь хорошая возможность, хорошая площадка для производства. Если мы будем более серьезно относиться, я думаю, что мы можем найти точки соприкосновения. Завершая встречу, представитель посольства от имени президента Ирана пригласил чеченских коллег в Исламскую республику, чтобы изучить экономическую ситуацию в стране. Марха Ахмадова, Залина Атаева, Асухар Цухаев, Юсуп Успанов. Новости. В Грозном появился программно-аппаратный комплекс системы 112. Работоспособность Центра обработки экстренных вызовов проверил министр транспорта и связи республики. Рамзан Черхигов отметил важность работы этого центра, так как он позволит оперативно реагировать на ЧП и, возможно, предотвращать их последствия. Известно, что на Северном Кавказе такого центра еще нет, как и во многих других регионах страны. Указ о создании подобных комплексов был подписан главой государства еще несколько лет назад, а с 2017 года они должны заработать по всей стране. Сегодня мы впереди планеты всей, и Москва, комиссия, которая приезжала, они по Кавказу проехали, и в воскресенье прошлое с Махачкалы они звонили туда, как локомотив впереди идет Чеченская республика. Тут минусов нет, вообще нет никаких. Плюс, как просто звон, следующий звон, чана, док, да, осталду, война, она осталду, война, война, осталду. Именно хода проблем шошива, вот он сюда. Мы сюда хеком беши, он социальчика, у как хеком беши, так алаш лахар, лад лахар, игла, я у нас дукар, на осталду дукар. Реализация проекта в Чечне стала возможным благодаря поддержке Рамзана Кадырова. Теперь для ввода системы в эксплуатацию и ее развертывания в 17 муниципалитетах необходимо запланировать в бюджете региона на будущий год 64 миллиона рублей. Напомню, система 112 позволит повысить безопасность населения. Этот номер объединит основные диспетчерские службы. То есть, позвонив по этому номеру, достаточно описать ситуацию, а диспетчер сам решит, помощь какой экстренной службы требуется. Поступает звонок, вот, гарнитура срабатывает, они здесь сидят, и полностью опросом быстренько заполняется карточка клиента. Вон там геосистема, которая показывает, откуда этот звонок произошел. Масштабно на территории всей республики она работала, что как часы сразу же эта вещь должен работать как сердце. В Грозном сегодня прошла международная конференция врачей. Ведущие специалисты России и зарубежья обсудили проблему смертности матерей и новорожденных. Конференция продлится 2 дня, и за это время для чеченских врачей пренатальных центров проведут мастер-классы. Подробнее Залина Атаева. Как снизить младенческую смертность в Чеченской республике? Этот вопрос на конференции в Грозном обсудили не только ведущие российские ученые, но и зарубежные эксперты из Германии, Израиля и Турции. В их числе и автор уникальной методики операции кесарево сечения, хирург и профессор Майкл Штарк. Сегодняшняя конференция посвящена наиболее актуальным вопросам акушерства и гинекологии, младенческой смертности, которые мы тоже потихоньку выправляем ситуацию у нас в республике. И поэтому для наших докторов проведение такой конференции в таком масштабе с такими гостями имеет очень большое значение для повышения качества оказания услуг нашим жителям. С помощью современных технологий и лекарственных средств удается снизить показатели смертности. Тем не менее, проблема остается актуальной. Представитель российского Минздрава Елена Байбарина в своем докладе привела статистику смертности среди детей и рожениц. Она также отметила низкую рождаемость в России. Основная методика, которую планируют использовать на практике, направлена на сохранение фертильности женщин. Мастер-классы по этой теме прошли в режиме онлайн из клиник Германии и Израиля. Владеет этой методикой единицы. Это в Москве у нас владеют. Вот сейчас Лилия Султан сюда принесла, в регионах этой методикой не владеют. Я очень горда за свою коллегу, за то, что она смогла воплотить это в жизнь и в практику, и что помогает своим землякам на родине своей. Потому что раньше такие пациенты выезжали в Москву и оперировались в Москве. В завершении конференции стало известно о создании общества акушеров-гинекологов Чеченской республики. Его возглавила Лилия Идрисова, главный врач Республиканского клинического центра охраны здоровья матери и ребенка. Залина Атаева, Хаваш Мунаев, Ислам Расуев. Новости.
В республике стартовал всероссийский пилотный проект формирования здорового образа жизни школьников в современных условиях. В этот проект попали 4 чеченских школ. Московские врачи будут обследовать школьников и в случае выявления серьезных заболеваний помогут в иногороднем лечении. Но это не главная задача. Проанализировав, какими недугами чаще болеют учащиеся, соответствующие врачи могут получить в образовательных учреждениях штатные единицы. Продолжит Луиза Баснукаева. Комплексное обследование смогли пройти ученики 7-й школы Грозного. Проверяли их сразу несколько врачей из Москвы. Офтальмолог, ларинголог, педиатр, невролог и другие специалисты. Именно в этих направлениях здоровье школьников наиболее уязвимо. Негативное влияние на здоровье учащихся оказывают чрезмерные учебные нагрузки, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, долгое сидение за компьютерами, телевизорами. Ребенок практически не бывает на свежем воздухе. Всероссийский пилотный проект стартовал только в 5 регионах страны. В каждом из них будет обследовано по 200 учащихся. Ребята с выявленными острыми заболеваниями смогут пройти иногороднее лечение абсолютно бесплатно. Лучшие московские детские специалисты по приглашению министра здравоохранения Ильхана Абдуллаевича приехали в город Грозный. Те дети, у которых будут выявлены незначительные нарушения, им будут даны конкретные рекомендации, а тем детям, которые нуждаются в хирургической и высокотехнологичной медицинской помощи, им будут предоставлены иногородние лечения. И через 1,5 года специалистами этого же научного центра будет проведено контрольное обследование. Авторы проекта ставят своей целью сохранение здоровья школьников и улучшение квалификации школьных медработников. В дальнейшем подобные медицинские кабинеты с врачами разного профиля должны заработать во всех школах. Первое – это выявить здоровье детей в школах. Мы выбрали 2 школы сейчас, которые мы в дальнейшем хотим сделать школами здоровья. Через 2 года мы после наших вмешательств, интервенций и преобразований, которые мы хотим сделать в школах здоровья, мы повторно проведем обследование детей в этих 2 школах. Но основной проект заключается не в этом, а в выборе школ здоровья и в создании условий для того, чтобы все школы, в частности в Чеченской Республике, стали школами здоровья. Будет получен опыт Чеченской Республики, и этот опыт будет распространен на весь Северокавказский федеральный округ. Всего в проекте участвуют 4 школы. В конце эксперимента ученые подведут итоги. На основе этих данных будут разработаны проекты по сохранению и улучшению здоровья. Бригады врачей здоровья детям обещают еще не раз посетить республику с похожими разработками, но уже с другими врачами. Луиза Баснукаева, Муслим Типаев, Зелим Закаев. Новости. Мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, назойливо предлагают перевести свои накопления на счет своей организации, обещая в будущем высокую пенсию. Число обманутых таким путем россиян растет с каждым днем. Так как не попасть на уловку мошенников, узнавала Розана Цымаева. Анжелика Хасанова спешит в управление пенсионного фонда. Накануне в дом женщины заявились незнакомые, представившиеся сотрудниками организации. Они заверили женщину, что ее пенсионные накопления лучше перевести в другой, предложенный ими фонд. Анжелика сразу заподозрила неладное. Я человек сомневающийся, и поэтому я решила уточнить этот вопрос, засомневалась одним словом. Здесь сказали, что сотрудники пенсионного фонда никуда не ходят ни по квартирам, ни по домам. И чтобы мы были бдительными, много аферистов развелось. Если Анжелике удалось избежать возможных потерь благодаря своей бдительности, то ежегодно жертвами аферистов становятся десятки доверчивых людей. Один из распространенных видов мошенничества в этой области, когда домой к жертве приходят неизвестные, представившись сотрудниками управления пенсионного фонда. При этом настоятельно рекомендуют перевести свои накопления, обещая в этом случае значительное увеличение завтрашней пенсии. Пенсионный фонд не направляет таких людей. Для безопасности люди могут запросить удостоверение человека, записать это удостоверение. И если вы можете, то можете направить и обратиться в пенсионный фонд, указав фамилию, имя, отчество этого человека. В данном случае мы посмотрим, выясним, кто этот человек, и уже примем соответствующие меры. Если же заявившиеся к вам неизвестные представляются работниками негосударственного пенсионного фонда, который, кстати, имеет право на существование, можете быть уверены – это мошенники. Прежде всего потому, что в республике сегодня нет ни одного официального негосударственного пенсионного фонда. По крайней мере, заключенных соглашений отделения с негосударственными пенсионными фондами у нас нету.
А там, где есть в других регионах, то человек сам обращается в тот или иной негосударственный пенсионный фонд. Мошенники для своих афер создают так называемые фирмы-однодневки, куда уходят пенсионные сбережения обманутых граждан. При этом в любой момент фальшивая организация может просто исчезнуть, прихватив с собой накопление клиентов. Но если вы все-таки стали жертвой мошенников и желаете обратно вернуть сбережения в государственный фонд, то можете сделать это в клиентской службе ближайшего отделения, либо в разделе «Личный кабинет» на сайте пенсионного фонда pfrf.ru. Розана Цамаева, Расул Арсухаева и Дени Хавхаров. Новости. Рейды по злостным неплательщикам продолжаются. Сегодня представители газовой службы посетили жителей селения Джалка. На месте от сети отключаются абоненты, долг которых превышает 100 тысяч, и таких в населенном пункте оказалось немало. Люди годами не платили за голубое топливо. Подобные рейды пройдут по всей республике, отмечают сотрудники компании «Газпром» Межрегионгаз Грозный. Сегодня по указанию генерального директора «Газпром» Межрегионгаз Грозного Руслана Цакаева совместно с представителями администрации Гудермесского муниципального района проводятся рейдовые мероприятия, направленные на взыскание задолженности в селении Джалка Гудермесского муниципального района. Несмотря на холодные погодные условия, нам приходится идти на крайние меры. Это отключение абонентов, не производящих своевременную оплату за потребленный газ. Со своей стороны мы идем навстречу потребителю газа. Мы заключаем соглашение о поэтапном погашении задолженности при условии частичной оплаты. 7 жителей республики, нуждающиеся в иногороднем лечении, получили помощь от фонда Кадырова. Диагнозы самые разные, среди больных есть как дети, так и взрослые. Отмечу, руку помощи фонд протягивает регулярно. О непростых судьбах, получивших надежду на жизнь, расскажет Луиза Баснукаева. В 2006 году жизнь семьи Мукуевых резко изменилась. Простая, на первый взгляд, простуда обернулась серьезной проблемой для годовалой Раяны. У девушки обнаружили черепное давление. Начались приступы. Отказала левая часть тела. Полностью отсутствует зрение. На данный момент Раяне 12 лет, и она нуждается в дополнительном обследовании и иногороднем лечении. На помощь, как и сотням тысяч других тяжелобольных, пришел региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Полчаса, час. Без конца ушел шуктан и сударки. Юга конамени инсультлар. Дагахти то штрон и инсульту царалью штройк эйлар. Цуд ахахокна и арусется полностью. До 15 до 16 лет. Мяла надежде хирю лечение этого хила. Уже скоро мачеха, которая вырастила малышку, и отец смогут показать ее врачам, чтобы те назначили лечение в Москве. Лечение, массаж, иштина, баркшана лечение. Могу штаться еще. Тентил обследование, тентил хазар, хулу хажан, Москва и гаишта. Возможность пройти лечение получили сегодня еще 6 семей. Супруг Аминат Салмановой инвалид первой группы. Правая сторона тела не работает. Зрение и память ухудшаются. А в семье Зайпулаевых у старшего сына сложный миопический астигматизм. И он продолжает терять зрение. 4-летняя дочь Маки Джумалеевой болеет лейкемией. Ей провели ряд сложных операций, которых все еще недостаточно. Мокшво чунго деш гию чунго деш хадош эмани рамзани акка что заявление что смотреть на фондер выделить ах что шун тамаш до хаксандайно тамаш до хакантан цинда танк что садецапаёш опухол головного мозга шуе фондом дерес хлал ударсон рамзанина цинана доккодука дештек зонгшнахи хаусана Дал дикан спикам вольцан. Дал сардуэл, дел рейсхил, илчман нахан, мискшнахан, ода архилар докунду, дал обл сардуэл аймани абисанди. Дал сардуэл аймани рамдана, дал обл дин сардуэл изанди. Дал ширди хадуэл изанди. Ежедневно десятки тысяч людей, потеряв надежду, приходят именно сюда. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова не оставляет без внимания того, кто действительно нуждается в помощи. Благодаря поддержке фонда у этих семей появилась надежда на выздоровление. Луиза Баснукаева, Магомед Мударов, Луиза Юнусова. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.